Tashidelek, everyone. Tashidelek всем. So, as was requested by Tibet, согласно просьбе, которая поступила ко мне от фонда «Сохраним Тибет», Московского фонда, и от россиян, от русской группы, с которыми меня связывают тесные узы, дружеские связи на протяжении многих лет. С того времени, когда я был переводчиком и переводил его святейшество Далай-ламу, а потом, после того, как я стал директором библиотеки тибетских трудов и архивов, я многократно посещал вашу страну. Поэтому я очень рад, что по меньшей мере могу встречаться с вами онлайн. Таковы чудеса технологий. Сегодня люди все больше и больше рассуждают о виртуальной реальности, и такое ощущение, что это уже и есть наша реальность. Также рассуждают о метамире, где вы можете сидеть за одним столом со своими родственниками, которые находятся в других местах, и такое ощущение, как будто вы сидите действительно за одним столом. И в этом мета-реальности можно купить землю, купить большую машину. Это, конечно, все иллюзии, но тем не менее технологии позволяют нам также делать и много хороших вещей. И поэтому благодаря технологиям мы можем проводить беседы такого рода в формате онлайн. И нам не приходится тратить слишком много денег и времени на поездки. Мы можем сидеть в комфортных условиях наших домов и слушать учения, и это хорошая составляющая нынешнего мира. Конечно, всегда остается разница между тем, чтобы слушать учения виртуально или реально, но все равно в таких виртуальных учениях много хорошего. Это первое. Второе. Когда я принял это предложение, этот текст, я сделал это не потому, что я такой уж знаток Махаяна Сутры Аламкара. Но, как говорит Шантидева, а также как писал Дигнага в начале своего текста, он писал так: я составил этот текст не потому, что думал, что это принесет пользу большому числу людей, но просто я подумал, что это принесет пользу людей, которые находятся со мной в схожем положении. Так и я могу сказать. Если даже мои учения не принесут пользы, по крайней мере, они точно не принесут вреда. А для кого-то эти учения окажутся очень полезными, потому что мы ведь рассуждаем не о политике, не о деньгах, а о дхарме. Мы говорим о том, как нам обрести долгосрочный мир и счастье. Это ключевой момент. Поэтому с самого начала я хочу сказать, что этот текст Махаяна Сутры Аламкара – это драгоценнейший текст. И как уже было сказано во вступительной части, это очень большое сочинение. Эти строфы написаны достаточно компактно и довольно сложно перевести, например, на английский язык, перевести с тибетского должным образом. Если не расшифровывать эти тексты, довольно сложно донести смысл. Я сам потихонечку, медленно стал переводить этот текст на английский язык и уже перевел 7 или 8 глав. И я делаю это для себя лично, и могу сказать, что это весьма трудная работа, с учетом того, как ключевые идеи презентованы в этом тексте. Что я хочу сказать? Да, можно изучать буддизм, и не только до конца жизни, но и на протяжении очень многих жизней, как и с любой другой темой. Можно изучать до бесконечности, можно изучать Махаяна Сутру Аламкару, можно изучать Абхисамая Аламкару, все 5 известнейших трактатов из Пятикнижия Майтреи. Все эти драгоценные сочинения мы можем изучать. Но что я бы хотела сказать вам прежде всего, я надеюсь, что вы это запомните.
Как я всегда повторяю, если вы хотите пить, вам нужно испить воды, но не обязательно стараться выпить весь океан. Я говорю это, отталкиваясь от своего собственного опыта. Мы можем изучать много разных предметов, и это, конечно, хорошо, и это принесет нам определенную пользу. Но если вы хорошенько не разберетесь с тем или иным предметом, если не придете к убежденности в правильности этого учения и не претворите на практике это учение, то не будет никакой особой пользы ни для вас самих, ни для других. Скажу вам честно, я видел очень много так называемых ученых, которые потратили не то что пару часов на онлайн-учениях, но обучались много лет, 20, 30, 40 лет, изучали эти тексты, проводили философские обсуждения. И они знают очень много, знают все оттенки, все тонкие оттенки этих текстов. Что касается их интерпретации, здесь они доки, но, к сожалению, и это факт, многие из них, которые очень хорошо подкованы в знании текстов, если посмотреть на состояние их умов, то состояние их умов осталось без изменения. В некоторых случаях их умы стали еще хуже. Я, конечно, говорю не о каждом, потому что, безусловно, встречаются чудесные практикующие, которые становятся более дисциплинированными, более сострадательными, более добрыми. Но, однако же, есть и такие люди, которые, изучая тексты, не меняются. Они получают всю эту информацию, но не меняются. И, конечно, есть несколько таких случаев, как людей, которые вместо того, чтобы под воздействием изучаемых текстов стать добрее, они становятся более горделивыми. А есть, с другой стороны, хорошие люди, обычные люди, например, в российских деревнях, наверняка вы таких встретите. Сначала они такие добрые, замечательные, а вот потом становятся более богатыми, и у них проявляется гордыня. Такова человеческая тенденция. Вот когда вы получаете больше богатства, больше славы, знаменитости, или когда вы становитесь более учеными, то вместе с этим приходит и гордыня. Некоторые из руководителей нашего мира, до того, как они стали руководителями государства, они были хорошими людьми. Но затем, когда они дорвались до власти, они создают большие трудности для людей, иногда поступают очень жестоко. Поэтому, основываясь на этих замечаниях, что я хочу сказать вам сейчас, в самом начале, и я буду снова и снова вам об этом напоминать. Первое. Я не смогу объяснить весь этот текст полностью, потому что текст сложный, и вам будет сложно понимать этот текст в переводе. Но, как бы то ни было, некоторые из важнейших учений, которые помогут вам стать более сострадательными, которые помогут вам стать более терпеливыми и добрыми, я смогу передать, я советую вам придерживаться строкам этих учений и стараться притворять их на практике. Если вы будете так поступать, тогда можно будет сказать, что вы действительно извлекли самую суть из текста украшения Махаянских сутр Майтреи. А я со своей стороны также накоплю определенные заслуги. И вы со своей стороны сделаете свою жизнь жизнью, исполненной смыслом. Трансформация ума — это не роскошь. Это не роскошь. Это необходимость. И это совершенно ясно было показано нам во время пандемии. Мы увидели, что единственное, что поможет нам всегда и во всех ситуациях, это наша честность, целостность нашей личности и сила нашего ума. А все остальное — богатство, знаменитость, даже родственники и друзья, какими бы хорошими они ни были, вполне возможно, они не смогут вам помочь. Не потому, что они плохие люди, но потому, что они вне нас, по ту сторону нас. И то, что по ту сторону нас, то, что является для нас чем-то внешним, не сможет подарить нам долгосрочные миры счастья. Это горькая правда. Нравится она нам или нет. Поэтому нам нужно
менять свой внутренний настрой, приобретать новые привычки, переставать думать, что мое счастье, долгосрочное счастье и мир придут ко мне извне. Нам нужно наконец осознать, кто я такой на самом деле, какова моя природа на самом деле, в чем значение счастья, как я действительно должен обрести счастье. До какой степени все зависит от нашего ментального настроя. Нам нужно очень ясно это представить себе, понять, и затем жить так, чтобы в конечном итоге обрести полную свободу под воздействием выполняемых практик. И тогда мы сможем с легкостью превозмогать препятствия внешнего пространства. Все то, что не способствует нашему внутреннему ментальному здоровью, физическому здоровью. Его святейшество Далай-лама всегда справедливо указывает, что очень многие страдания, которые мы переживаем в современном мире, это ненужные страдания. Страдания, которые мы переживаем без необходимости. Что это значит? И если мы поменяем свой внутренний настрой, нам не придется страдать. Мы перестанем страдать, но в силу того, что мы горделивы, заносчивы, в силу того, что мы упрямы, в силу того, что у нас есть сильная привычка к негативному образу жизни, мы продолжаем страдать. То есть, по сути говоря, мы создаем свои собственные страдания. Представим, что мы с кем-то поссорились. Можно это решать двумя способами. Первый. Если он злится, и я буду злиться. Я не буду практиковать терпение, я буду упорствовать. И какой будет результат? Можно посмотреть. И это то, что происходит сегодня на разных уровнях, между людьми, между странами. Все проявляют упрямство, не проявляют пластичности, не пытаются друг друга понимать. И в конечном итоге, что мы имеем? Конфликты, разрушения. Поэтому нам необходимо взрастить новый образ мысли, думать о том, что нет таких людей, у которых бы не было проблем, которые бы не создавали проблемы, потому что ошибки, проблемы — это часть нашей жизни. Поэтому нам нужно понимать ту ситуацию, те условия, в которых находятся другие люди, так ведь? И когда мы это будем видеть, мы видим, что все люди — это факт, они в сансаре, они не Будды, они не пробуждены. И что же это значит? Значит, они несовершенны. Значит, они будут совершать ошибки, как совершают ошибки малые люди, малые дети. А значит, мы должны протянуть им руку помощи, помочь им. А если мы не способны помогать, по крайней мере, стараться не усугублять их и без того тяжелое положение. Конечно, легче сказать, чем сделать, но у нас просто не остается другого выбора. Так ведь? Поэтому наш долг, наша обязанность как отдельных людей или как духовных практикующих ту или иную религию, в нашем случае буддизм, состоит в том, чтобы собирать то, что разваливается на части, стараться чинить то, что ломается. Даже если мы говорим о чем-то малом, например, если у нас порвалась одежда, наш долг попытаться ее зашить, залатать. Подобным образом, когда распадается на части общество, мы должны точно так же, как мы латаем одежду, постараться починить это общество, не способствовать его расколу, распаду, но наоборот стараться объединять людей. Это я говорю, исходя из здравого смысла. Основной момент, который я хочу подчеркнуть, следующий. Когда вы пытаетесь понять реальность с высшей точки зрения, если вы хотите понять реальность самого себя, реальность своего «я», если вы хотите понять природу, если вы хотите понять непостоянство, бессамостность, все эти аспекты реальности, то в конечном итоге
вы придете к выводу, что все мы идем вместе по этому пути. Мы вместе находимся в этой лодке, которая плывет по турбулентному океану. Когда вы находитесь в одной лодке, которую несет по волнам бушующий океан, и ваша жизнь в опасности, нет времени и места для того, чтобы обижаться друг на друга, злиться друг на друга, сражаться. Единственное, что нужно делать, это проявлять доброту, держаться за руки и читать молитвы вместе. И можно привести много такого рода примеров. Поэтому всеми силами, читая этот текст, мы должны по меньшей мере попытаться взрастить в себе любовь и доброту и укрепить их. Это самый главный фокус наших с вами учебных занятий. Этот термин «любящая доброта» или «любовь и доброта» — это то, что берет начало в имени Майтрея. Будда Майтрея означает «любящая доброта». На протяжении многих жизней Майтрея был любящим, он помогал другим, проявлял доброту, и поэтому он получил такое имя Майтрея. Многие великие Будды, великие учителя говорили: именем твоем будет Майтрея. На протяжении многих жизней ты будешь носить это имя Майтрея, и когда ты станешь Буддой, твоим именем будет Будда Майтрея. Это прекрасный пример любви и доброты Майтрея. Даже если мы не прочитаем весь текст, попробуйте понять, что такое любящая доброта с буддийской точки зрения, с точки зрения других религий, исходя из своего собственного опыта. И постарайтесь прийти к убежденности, что любящая доброта нам совершенно необходима. Если вы будете это претворять на практике, то вы будете счастливым человеком, хорошим человеком. Это я могу сказать вам со 100% уверенностью. А если мы не сможем извлечь из текста эту суть, то да, конечно, мы можем прочитать все эти строфы, те сложные строфы мы сможем расшифровать, интерпретировать. И что? Дайте-ка расскажу вам одну историю. Как-то жил один человек. И он наблюдал за другим человеком, который всегда пересчитывал свое стадо овец. Утром пересчитывал, вечером пересчитывал. И он спросил его: тебе приходится следить за всеми этими овцами, пересчитывать их утром, пересчитывать их вечером. Наверное, ты очень богатый человек. А этот пастух, который присматривал за овцами, сказал: да, я пересчитываю их утром, чтобы убедиться, что все они доходят до горных пастбищ, а вечером я снова их пересчитываю для того, чтобы убедиться, что все они пришли домой. Но у меня нет ни одной личной овцы, я всего лишь в услужении у хозяина этого стада. Вот так и мы с вами иногда похожи на такого человека. Мы можем изучать сутру Аламкару и говорить: он сказал то, он сказал это. Мы как будто бы посланники, передающие идеи. Вас могут спросить, в чем состоит смысл сутры Аламкары, и вы скажете, там рассказывается о таком качестве, о другом качестве. А у тебя-то есть все эти качества? Посмотрим, а оказывается, качества и нет. И это касается не только буддийского обучения, это касается обучения вообще. Нужно стать знатоком хотя бы, по меньшей мере, в одной области. Потому что если мы станем экспертом в одной области, это поможет нам стать специалистом во всех областях, в других областях, а иначе мы так всего будем касаться, но ничего по-настоящему знать не будем. Поэтому с самого начала я хочу передать вам свою просьбу. Цитирую эти строфы, которые я хочу перевести. Вот есть одна такая строфа: «Силой моей медитации на 3 вида любящей доброты,
силой моей постоянной медитации на 3 вида любящей доброты, да сумею я поставить под контроль злые силы с помощью любящей доброты, да сумею я окинуть взглядом, взором любящей доброты всех живых существ. Да пребудет со мной все благоприятное, что связано с любящей добротой Будды Майтрея. Это очень красивые слова. Прежде чем я продолжу, я хотела вот еще что вам сказать. Майтрея получал учение от Будды Шакьямуни. Он питал огромное уважение к Будде Шакьямуни. Он визуализировал Будду у себя на макушке головы постоянно. А затем другие практикующие увидели, что у него на голове ступа просветления. Это было знаком его великой преданности Будде Шакьямуни. В наши дни есть такая традиция создавать статую Будды Майтреи, когда у него на макушке головы ступа просветления. Когда пришло время Будде посетить мир людей и даровать в нем учение, то девы, божества, населяющие Дева-локу, они были очень опечалены. Они говорили: если ты покинешь нас, то кто же будет помогать миру богов? И тогда Майтрея был назначен регентом Будды. И затем было предсказано, что в будущем следующим Буддой будет Будда Майтрея. Это произойдет не через 1000 лет, а через много-много-много лет. Сейчас, если говорить об учении Будды Шакьямуни, то оно должно просуществовать 5000 лет, 2,5 тысячелетия уже миновало. Время идет, и постепенно с ходом времени заслуги людей, добродетели людей будут истощаться, постепенно истощаются. И постепенно дойдет до того, что человек будет жить всего-навсего 10 лет. И тогда, примерно в это время, как рассказывают, придет Будда Майтрея и дарует свои учения. Есть очень много интересных историй на этот счет. Кроме того, говорят, что Будда Майтрея был существом, который на протяжении множества бесконечных кальп взращивал любящую доброту. Нам, конечно, трудно переварить все эти кальпы, что это такое, эти кальпы, но это говорится в тексте. Когда мы будем читать этот текст, мы увидим, что это учение о любящей доброте, оно восхитительно. И еще одно, что необходимо понять. Майтрея — это не человеческое существо, это существо в божественной природе. Конечно, иногда переводится как Бог, Божество, не знаю, какое слово здесь подойдет лучше, но в любом случае это небожитель. Он хранитель учения Будды. И Майтрея прежде всего отвечает за то, чтобы распространять линию обширных деяний. Это то, что он преподает нам в Махаяна Сутре Аламкаре. Это текст, это то, что изучают в монастырских университетах, по крайней мере, 8-9 лет. Изучают пятикнижие Майтреи. Представьте себе небожителя, то есть существо с великими духовными свершениями. Давайте подумаем, как попали эти учения в мир людей. В мир людей они попали благодаря Асанге. Есть комментарии к коренным текстам Майтреи. Некоторые говорят, что какие-то из этих трактатов составил Асанга, какие-то тексты составил Васубандху. Но как бы то ни было,
История следующая. Жили-были два брата, Асанга и Васубандху. And she was very worried about the degeneration of the Buddha's teaching. And she wanted to Их мать and he said, происходила из брахманской семьи, и она очень сильно беспокоилась о том, чтобы учение не пришло в упадок. И она вознесла молитву о том, чтобы получить возможность сохранить учение. И так родились у нее два сына, Асанга и Васубандху. Они спросили свою мать, когда подросли, чему они должны посвятить свою жизнь. И мать ответила, что не нужно продолжать работу своего отца, но нужно сохранять учение Будды. Эти два человека, Асанга и Васубандху, широко известны в буддийских кругах. Они пионеры, они те, кто освещает путь, по крайней мере, для школы только ум, Читаматры, ровно как Нагарджуна является пионером школы Мадхьямака. Согласно некоторым текстам, говорится, когда рассказывается о том, каким образом попали в этот мир 5 трактатов Майтрея. Асанга медитировал, занимался визуализациями, находясь в пещере на протяжении многих лет. Его целью было напрямую увидеть Майтрею, чтобы получить от него учение. Первые 3 года он провел в пещере, не получив никаких знаков. Затем он вышел из пещеры с ощущением, что получить знаки у него не получится. Но когда он вышел из пещеры, он увидел старика, который мягкой тканью полировал огромный кусок железа. Когда Асанга спросил, что ты делаешь, он ответил, я хочу из этого куска железа сделать иголку. Асанга сказал, ну ты что, сумасшедший? Что-то в этом роде, он сказал. Как ты собираешься этого добиться? Он ответил, нет, есть ничего страшного. Если прилагать усилия, все достижимо. И он показал ему несколько иголок, которые он уже сделал. И Асанга подумал, пожалуй, это означает, что мои усилия малы. Он вернулся в пещеру, медитировал еще 3 года, через 6 лет снова вышел из пещеры, опять не получив никакие знаки Майтреи. Когда он вышел, он увидел, как капельки воды падают с крыши пещеры вниз, на камни. И эти капельки оставили вмятины в камнях. И он понял, что такая мягкая вода способна оставить вмятины в камнях. Это говорит о том, что мои усилия поистине слабы. Он вернулся в пещеру, еще 3 года, 9 лет миновало, по-прежнему никаких знаков. Теперь он точно убежден в том, что он ничего не достигнет в медитации. Но тут он видит голубя. Всякий раз, когда голубь слетает с камня, и когда возвращается, прикасаясь своими мягкими перышками к камням, он стачивает горную породу. Так постепенно твердые камни становятся все более и более гладкими. Снова он понимает, что его усилия малы, и снова возвращается в пещеру. 12 лет проходит, никаких отчетливых знаков реализации. Здесь уже его терпение кончается, он спускается вниз и идет в долину. И по дороге он встречает собаку. Верхняя половина ее тела вполне здоровая, а нижняя часть тела съедена червями. Собака злится, она лает на Асангу. Когда он видит эту собаку, он испытывает огромное сострадание. Он понимает в этот момент, в каком положении находятся все живые существа. Ее едят заживо черви, а она все равно лает, проявляет агрессию. Ему хочется помочь этой бедной собаке. Он думает, как ему снять этих червей, которые пожирают бедное животное. И лучшее, что он придумывает,
это отсечь кусок собственной плоти и переманить червяков. Он начинает собственным языком вылизывать червяков с тела бедной собаки и переносить их таким образом на кусок собственного мяса, чтобы не умерли червяки и выжила собака. И вот он пытается языком своим слезать червяков, но язык не касается мяса, как будто бы собаки нет. Он открывает глаза, и вдруг перед его глазами стоит Будда Майтрея во всем своем величии, во всем своем свете. Асанга говорит, ну вот, конечно, он проявляет неудовольствие, ведь он 12 лет медитировал, никаких знаков так и не последовало. Он говорит, да-да, хорошо же твое сострадание, Майтрея. Майтрея говорит, да дело тут не в том, что у меня нет сострадания, просто ты сам не мог полностью очистить себя. Тебе не хватало сострадания, а сейчас ты проявил такое великое сострадание к этой собаке. Ты смог очистить завесы, и ты смог увидеть меня. И если ты мне не веришь, посади меня себе на спину и отнеси меня вниз в деревню на рынок и скажи людям, и я несу на плечах Майтрею, и посмотри на реакцию людей. Он так и поступил, но никто не видел Майтрею. Но Асанга был уверен, когда говорил, смотрите, у меня Асанга на плечах. Люди переговаривались, посмеивались, говорили, вот смотри, домедитировался до полного безумия. В конечном итоге Асанга смог посетить небесную обитель Майтрея и получить от него все необходимые учения. Это не потребовалось много времени, это произошло за завтраком. Но, с другой стороны, если вы будете проводить сравнительные исследования, то в квантовой физике есть двойной парадокс. Это что-то похожее на посещение Майтреи, небесной обители Тушиты. Там, в небесной обители, прошло всего-навсего время, необходимое для завтрака, а на Земле прошло 50 лет. Вот интересно, что в квантовой физике тоже говорится о чем-то подобном, что время течет по-разному, а ведь в то время не было никакой квантовой физики. Это то, что я хотела сказать в качестве введения. Также я хочу добавить, что Асанга был человеком, чье пришествие предсказал Будда. Итак, мы с вами должны приложить большие усилия для того, чтобы практиковать и распространять любящую доброту. Если мы будем делать только это, то тогда нам и не нужно огромное количество учебных сессий. Этого одного вполне достаточно. Если мы не сможем достичь пробуждения или достичь каких-то высоких духовных свершений во время эры Будды Шакьямуни, говорится, что если сегодня мы будем молиться Будде Майтрея, если мы будем читать его пятикнижие, если будем практиковать 6 совершенств, 6 парамит, то во времена Будды Майтрея мы переродимся как его ученики, да, и сможем достичь духовных свершений. Конечно, скорее всего, нам это трудно переварить, потому что, опять же, речь идет о многих-многих кальпах. Что уж там говорить о множестве кальп. Нам даже трудно поверить в существование следующего рождения. Но если вам трудно во все это поверить, то есть что-то не слишком сложное. И это понять ценность любящей доброты. Посмотрите, сколько в вашей жизни проявляется любящей доброты. Я уже процитировал вам строфу, которая гласит, что если мы хотим преодолеть любые преграды, препятствия, устранить любые завесы, нам нужна любящая доброта. Это то, что
влечет за собой гармонию. Это то, что оказывает помощь беспомощным существам, любящая доброта. Посмотрите на отношения между детьми и родителями. Посмотрите, как зарождается человеческая жизнь. Она зарождается, потому что есть любовь и доброта. И потом, в конце нашей жизни, когда мы становимся стариками и уже не можем за собой о себе заботиться, для нас также чрезвычайно важна любящая доброта. Власть, влиятельность, все это перестает иметь значение. Наше физическое тело предназначено для любви и доброты, подходит для любви и доброты, для постоянных объятий. Это то, что нам очень полезно. Поэтому будьте мягкими с природой, в отношениях с природой, в отношениях с другими людьми. И так вы сможете решить все проблемы. Как я прежде приводил такую цитату других ученых-философов, которые говорили, что любовь — это такое качество, которое может услышать глухой и увидеть слепой. Даже если вы слепой, вы можете почувствовать ту любовь, которую выражают другие существа. Даже если вы слепы и глухи, вы все равно сможете ощутить любящую доброту, потому что она обладает огромной силой. Это то, что нас питает. Поэтому обычно приводится очень красивый пример. Говорится, что сначала мы должны с помощью равностности достичь гармонии. Это подобно тому, как мы разравниваем почву, прежде чем мы посадим туда какие-то культуры. Прежде чем что-то сажать, нам нужно землю разровнять. Так и с равностностью. Равностность — это такое качество, которое не позволяет нам испытывать чрезмерную любовь к одним и чрезмерную ненависть к другим. И когда мы вот так подготовили почву, когда мы развили в себе равностность, затем к этой равностности нам нужно добавить влагу любящей доброты. Подобно тому, как мы поливаем землю. Для того, чтобы что-то посадить, нам нужно сначала добавить воды. Когда мы подготовили поле, когда мы затем его увлажнили, то есть добавили к нашей равностности любящую доброту, мы можем сажать семена. В случае духовной практики семя — это семя сострадания. И тогда из этого семени сострадания пробьется росток бодхичитты. Красивейшая аналогия. Так? Поэтому, если мы хотим развить любящую доброту, нам нужно начинать с равностности, равностного отношения ко всем живым существам. Да, нужно помнить о том, что наши сегодняшние друзья и родственники в прошлой жизни, возможно, были нашими заклятыми врагами. Так называемые наши сегодняшние враги вполне возможно были нашими друзьями и родственниками в прошлом. В этой жизни нет никакой уверенности, нет ничего надежного. Возможно, сегодня с вами есть человек, которого вы очень любите, которому вы очень близки. Но вот возникает какое-то разногласие. Из ваших уст вылетает недоброе слово. Этот человек злится на вас и становится на завтра вашим заклятым врагом. Так что ни в чем нельзя быть уверенным. Поэтому не слишком мудро было бы привязываться к одним и, наоборот, чрезмерно ненавидеть других. Равность нам совершенно необходима, потому что в противном случае, если мы не разровняем почву, мы не сможем посадить урожай, а если наш ум не разровнен, то как мы сможем развить в себе любящую доброту, увлажнить свой ум любящей добротой, и как мы сможем заронить свой ум семечко бодхичитты, семечко сострадания, и чтобы пробился росток бодхичитты. А ведь нам совершенно необходимо взрастить бодхичитту. Эти наши друзья, так называемые, или так называемые враги, кем бы они ни были, ни один из них
не может не стремиться к счастью. Все они стремятся к счастью. Все мы одинаковы в этом смысле, что мы хотим быть счастливыми и не желаем страдать. Когда мы добиваемся такого понимания, мы должны начинать разравнивать почву и увлажнять эту почву водами любящей доброты. Эта любящая доброта может развиваться в нас. Вот, например, когда мы говорим о сострадании, мы говорим о 3 видах сострадания. Когда в фокусе все живые существа, когда в фокусе непостоянная природа живых существ, и когда в фокусе отсутствие самобытия живых существ. Понимая все эти характеристики живых существ, мы можем взращивать сострадание. Также мы можем развивать и любящую доброту. Например, когда мы будем смотреть на живых существ и понимать, что все они омрачены страданиями, и на этой основе развивать в себе любящую доброту. Мы можем понимать их непостоянную и хрупкую природу, и с этим развивать в себе любящую доброту. Мы можем видеть, что они не самосущи, но при этом цепляются за самобытие, и с этим развивать в себе любящую доброту. Таковы 3 характеристики. Когда мы говорим о 4 неизмеримых качествах, любящая доброта – это одно из 4 неизмеримых качеств. Пусть все живые существа встречаются со счастьем и с причинами счастья. Пусть все живые существа никогда не встречаются со страданиями и причинами страданий. Пусть все живые существа встречаются со счастьем, которое лишено страданий. И пусть я смогу развить в себе равностность в отношении всех существ. В этой жизни для того, чтобы взрастить себе такую карму, чтобы в дальнейшем быть учеником Майтреи, важно создавать образы Будды или приобретать образы Будды и также начитывать молитвы, обращенные к Будде Майтреи. И есть очень много молитв, обращенных к Будде Майтреи, которые написаны разными учителями. И есть также учения, которые составлены самим Буддой. И есть такая молитва, которая уже теперь переведена на английский язык. Если у вас нет такой молитвы, скажите мне, я вам ее пришлю. Так что это наша домашняя работа, которую мы должны выполнить. Конечно, слушать учение – это хорошо, но важно, чтобы с сегодняшнего дня мы начали медитировать о любящей доброты, чтобы мы начитывали эти молитвы, чтобы ощутить близость к Будде Майтреи. И тогда мы сможем понять учение Будды Майтреи. И таким образом делиться качествами Будды Майтреи с другими существами. Это важно. And from the point of view of the practice of Lamrim, что касается практики Ламрим, the root text of Lamrim, or the path to enlightenment, то коренной текст Ламрима – это сутра совершенной мудрости. And the text which explains текст, в котором объясняется сутра совершенной мудрости с точки зрения ступеней пути, это Абхисамая Аламкара, которую написал Майтрея. Украшение из постижений. Что касается нашей практики, то было написано Махаяна Сутра Аламкара. В этом тексте объясняются ключевые моменты нашей практики. И, конечно, существуют обширные объяснения, когда берется отдельный момент практики и широко объясняется. И
Кроме того, есть текст Мадхьянта Вибханга. Здесь Майтрея прежде всего говорит о Шамадхи и Випашьяне. И есть еще один текст. Различение Дхармы и Дхарматы. Дхармата Вибханга, где прежде всего объясняются воззрения, в том числе воззрения Нагарджуны. И еще у нас есть Махаяна Уттара-тантра Гью-лама. Это еще один очень важный и очень обширный текст. Когда мы изучали Абхисама Аламкара, украшения из постижений, приводилось огромное количество разных цитат из Уттара-тантры, а также из Сутры Аламкара. Именно поэтому я с этими текстами в какой-то мере знаком. Это то, что я хотела немного рассказать вам о Майтрее. Okay, then there's a piece written by somebody, which I will read. Я хочу еще прочитать вам одну цитату касательно этого текста. В тексте 5 частей. Именно эти 5 тем и представляют собой намерение автора. Первое. Автор старается убедить своих читателей, что учение Махаяны – это аутентичное учение, потому что мы этого коснемся, потому что находятся люди, которые говорят, что учение Махаяны – это индуизм, а не буддизм. Поэтому первая тема, первая часть как раз и рассказывает об этом. Это 1 глава и 2 глава «Доказательство подлинности Великой Колесницы». Далее автор старается объяснить читателю превосходство Махаяны. Слово «превосходство», наверное, не самое лучшее, но, скажем, убедить читателя в великих качествах Махаяны. И затем автор старается сделать так, чтобы у читателя возникл энтузиазм в практике Махаяны. Затем третья часть, которая здесь соответствует 6, 7 и 8, 9 главам. И затем результат. Здесь объясняется сама практика, а затем объясняются результаты практики. Результаты практики, цель практики – это пробуждение. Это то, что в 4 части текста объясняется, и это соответствует 10 главе этого текста. Если вы хотите обрести плод, вам необходимо практиковать путь. И путь объясняется в 5 части, что соответствует главе 11, главе 12. Вот. Такова структура. First, this text is called Mahayana Sutra Alamkara. That means ornament of sutra. Этот текст называется Махаяна Сутра Аламкара, украшение махаянских сутр. Sutras refers to all the sutras taught by the Buddha. Под сутрами мы понимаем все сутры, которые преподаны Буддой. Конечно, все сутры, они совершенны, так ведь? Но для нас, если мы хотим их понять, очень важно, чтобы нам ясно и точно донести смысл этих сочинений. Именно поэтому было написано сочинение Махаяна Сутра Аламкара, и поэтому этот текст называется «Украшение махаянских сутр». Аламкара означает «украшение». Украшения бывают разные. Во-первых, есть украшения для того, чтобы что-то сделать прекраснее, а есть еще украшения, которые позволяют что-то увидеть яснее. Существуют разные виды украшений.
it is non-deceiving. В первой строфе говорится, что учение Махаяна не противоречивы, это учение безобманно. Объясняется, в чем смысл текста, который предлагается вашему вниманию. Первая строфа. Я буду читать свой перевод, не знаю, как он вам понравится. Я в своем переводе следую тибетскому переводу, поэтому, может быть, вы не очень его поймете. Но здесь, говоря на тибетском, отталкиваясь от тибетского языка, сказано следующее. Когда мы говорим об этом тексте, почему этот текст называется украшением, в каком смысле? Ответ на это мы получаем в первой строфе. Покровитель Майтрея, знающий суть сутр. Кто здесь и что украшает? Украшает здесь покровитель Майтрея. А кто такой Майтрея? Майтрея — это тот, кто знает суть. Только тот, кто знает суть, он может эту суть объяснить, он может эту суть прояснить. Поэтому тот, кто украшает, это покровитель Майтрея, знающий суть. Он украшает сутры. Второй момент. Кому раскрывается смысл? Ради кого эти сутры украшаются или проясняются? To properly teach it. To properly teach it. That means to properly teach. Кому должным образом преподается это учение Махаяны? It is by properly teaching the correct meaning. Это учение Махаяны, его глубокий смысл, ornament the words and the meaning of the sutra. Понимая его глубокий смысл, можно украсить сутры Махаяны или прояснить их. А каким методом эти сутры украшаются или проясняются? The method is by stainless speech and words. Здесь говорится безупречной речью, превосходно излагая смысл. Это безупречная речь, которая обладает 8 качествами. И здесь говорится, эта речь безупречна. Речь, обладающая 8 качествами, это такая речь, которая будет понята в городах и селах. Эта речь привлекательна. У нее приятная интонация, которая ласкает слух слушающего. Эта речь ясна, она не прерывается. Объяснение дается с помощью примеров, известных примеров, которые позволяют слушающему понять смысл этой речи. И это речь, которую подобает слушать, потому что, когда слушаешь такую речь, 3 яда ума могут быть устранены. Также говорится, что эта речь не основывается на неблагой мотивации. Например, это говорится не для того, чтобы обрести богатство, знаменитость, славу. Это учение таково, что оно приносится не для того, чтобы кого-то унизить. Такое учение, которое даруется с большой уверенностью, потому что, как сказано выше, Майтрея знает суть. Таковы 8 качеств этой безупречной речи. Слова также обладают 8 качествами. Это аутентичные слова. Нет противоречия между тем, что сказано в начале и в конце. Эти слова находятся в согласии с великими трактатами.
не нарушается порядок повествования. Эти слова легко понять, они соответствуют умам слушающих. Это слова, которые полезны на протяжении многих жизней, которые грядут. И это слова, которые порождают блаженство в уме слушающего. Таковы качества слов Майтрея. Вот таким образом украшаются или проясняются сутры. Следующий, 4-й момент, который имеет отношение к прояснению или украшению сутр. Ради чего происходит это прояснение или украшение сутр? Для того, чтобы устранить страдания. Если вы спросите, ради кого происходит это прояснение сутр, то это делается для того, чтобы устранить страдания, как тонкое, так и грубое, страдания живых существ. Вот что значит устранять страдания. Устранять как тонкие, так и грубые страдания. By its nature of compassion for suffering sentient beings. Right? Ибо Майтрея обладает состраданием к страждущим. Он хочет устранить их страдания, потому что в сердце у него есть сострадание, которое побуждает его помогать. For what this ornament is ornamented means this is ornamented by the, для чего проясняются сутры? For teaching the Mahayana aspect. Для того, чтобы преподать различные аспекты учения Махаяны. И у Махаяны есть 7 качеств. Чтобы их прояснить, даруется это учение. 7 качеств Махаяны. Объект велик, потому что мы фокусируемся на обширных сутрах. Практика велика, потому что она позволяет достичь цели собственной и цели других существ. Изначальная мудрость велика, потому что таким образом мы сможем реализовать, понять 2 вида бессамостности, бессамостность личности, бессамостность явлений. Следующее качество — великое усердие. Благодаря учению Махаяны мы не будем испытывать усталость, даже если нам придется прилагать усилия на протяжении 3 безграничных кальп. Следующее качество — великие умения или великие искусные средства. Благодаря ним мы сможем жить в сансаре рядом с другими существами, не заражаясь омрачающими эмоциями. Для этого необходимы великие искусные средства, великие умения. И это еще одно качество Махаяны. И далее, величие высших деяний. Высшие деяния, которые преподаются в Махаяне, это такие деяния, которые могут осуществить цели Шрабак, Пратикабут и Бодхисаттв. И далее, плод велик, потому что, практикуя Махаяну, вы сможете обрести 4 тела Будды, или 2 тела Будды, Дхармакаю и Рупакаю. So for sentient beings who travel by this Dharma teaching. Now the next one is. И все это необходимо для живых существ, которые идут по пути. For whose purpose this is ornamented means. Итак, ради кого даруется это учение? Ради идущих по пути, сказано в тексте. То есть ради существ, которые готовы следовать пути Махаяны, которые готовы идти к пробуждению, которые готовы работать ради блага всех живых существ. Ради этих существ и украшаются или объясняются сутры. И последнее качество из 7, поскольку мы говорим об украшении сутр, то какие именно украшения будут использоваться для того, чтобы украсить или прояснить сутры? И это излагается во 2-й строфе. Излагаемая здесь дхарма порождает огромную радость. Выше сказано, что учения будут излагаться на основе 5 тем.
или на основе 5 аллегорий. Мы на этом завершим наше объяснение. Thank you very much, Gisela. Большое спасибо, Гешела. Dear friends, I understand that it's probably difficult at the very first session to have questions. Дорогие друзья, я понимаю, что, наверное, сразу же сложно задать вопросы сразу же на первой сессии. Если у вас нет вопросов, это тоже нет проблем, но наверняка у вас вопросы все-таки есть. Гешла говорит, что вы можете задать вопросы любого рода, не обязательно это должны быть вопросы, которые касаются... Вопросы, касающиеся этого текста, могут быть любые вопросы. Пока вы думаете о вопросах, я хочу сказать следующее. Вы дали нам домашнее задание читать молитву Майтреи. Не могли бы вы нам прислать английский текст, чтобы мы могли его перевести? So, Gisela, would you give us some assignments, or maybe we need to prepare somehow to your sessions, maybe to read something? Вопрос к вам, Гешела. Можете вы дать нам какое-то домашнее задание, или, может быть, мы должны как-то готовиться к сессиям? The task, as I said, is reflect more on. Задание, которое я вам даю, следующее. Как я уже сказал, вы должны больше думать о любящей доброте, о том, как взращивать в себе любящую доброту. Думайте, отталкиваясь от своего собственного опыта, насколько важна любящая доброта, настоящая любовь, которая не загрязнена привязанностью. Думайте об этом больше, и этого вполне достаточно. А если у вас больше времени, думайте о значении Махаяны, о смысле Махаяны. Когда мы говорим о Махаяне, то это философская система воззрений, во-первых, а во-вторых, это то, что взращивается в пути, в потоке ума практикующего. Это два взгляда на Махаяну. Так? Поэтому Цангапа в своем большом ламриме говорил, недостаточно иметь учение Махаяны, нужно еще самому стать Махаяной. Если говорить о практике, то мы становимся настоящим представителем Махаяны, когда в нас есть бодхичитта, устремление к полному пробуждению ради блага всех живых существ. Думайте об этом. Думайте о том, насколько бодхичитта присутствует в вас, насколько в вас есть такой энтузиазм. Этот ум бодхичитты, желание стать Буддой ради блага всех живых существ, имеет огромное значение. И если он столь велик, а можем ли мы его взрастить? Или можем ли мы хотя бы приблизиться к нему? И если мы приблизимся к нему, если мы взрастим в себе бодхичитту, какое благо мы извлечем в это время или в будущем, или в следующих жизнях. Это то, о чем мы должны размышлять. А об этом очень важно размышлять, потому что недостаточно просто думать и говорить, да-да-да, важно, важно. Но нужно еще всеми силами стараться взращивать в себе убежденность в том, что эти практики действительно эффективны. Я всегда говорю, что буддизм должен быть актуален для современного мира. Бодхичитта, которая преподается в этом тексте, она должна быть актуальна для современного мира, она должна быть актуальна для нашей жизни. Думайте об этом. Есть очень много вещей, о которых нам имеет смысл поразмышлять. Большое спасибо, Гешела. Теперь уже у нас есть вопросы. Могли бы вы объяснить термин «готра»? Мне кажется, этот вопрос уже задавался во время учения Его Святейшества. Честно говоря, есть целая глава, которая посвящена этому термину «готра». Поэтому давайте мы попозже объясним это подробно, но коротко можно сказать так. На санскрите этот термин звучит как «готра». А вот что касается английского перевода, очень много разных вариантов.
Даже кто-то перевел это как ген Будды. Кто-то называет класс Будды, другие говорят семейство Будды, другие говорят линия Будды. Ну, подобно тому, как у нас есть семейная линия, то здесь мы тоже говорим о некой линии преемственности Будды. Готра прежде всего означает способность стать Буддой. Это и есть Готра. Способность стать Буддой. Эта способность стать Буддой, она заложена не только в людях, но во всех живых существах. Эта способность и есть ясная природа ума, беспрепятственная и ясная природа ума. Это заложенный в нас потенциал. Но в силу того, что в нас проявлены отрицательные эмоции, омрачающие эмоции, мы к ним очень привычны, то эта готра, эта способность замутнена. Когда мы начинаем заниматься духовной практикой, что именно мы делаем? Мы снимаем эти завесы. Мы словно бы сметаем пыль. И мы стараемся прояснить зеркало, открыть зеркало. В нас есть потенциал стать Буддой. Это и есть наш ум, который не обладает самобытием, который лишен самобытия. Это значит, что он постоянно меняется, и значит, мы способны его изменять, его трансформировать. И постепенно переходить от более низких ситуаций к более высоких, очищая свой ум. И так постепенно проходя 5 путей, 10 духовных уровней, и доходить до состояния Будды. То есть Готра — это потенциал или способность стать Буддой. Вот так. Большое спасибо, Гешела. Далее вопросы. Geshe-la mentioned that Maitreya's Mahayana Sutra Alamkara belongs to the lineage of extensive Гешела, вы сказали, что этот текст принадлежит к линии обширных деяний. Что это значит? И как он связан с линией глубокого воззрения? Как эти две линии проявляются в нашей практике? Когда мы говорим о линии обширных деяний, это не означает, что учение, которое даруется в этом тексте, не содержит глубоких учений по шуньяти. У нас есть линия глубокого воззрения, линия Нагарджуны. Там прежде всего говорится о шуньяте, о пустотности. Но это вовсе не означает, что в учениях Нагарджуны ничего не говорится об обширных деяниях. В линии обширных деяний объясняются 5 путей, 10 духовных уровней и так далее. Это основное. А шуньята объясняется как бы параллельно, побочно, и наоборот. Гешела, еще один вопрос. Один из наших англоязычных слушателей хочет прояснить, будете ли вы опираться на какие именно комментарии вы опираетесь, и какой именно текст из изданных вы используете? Может быть, например, с комментарием Джумипама вы используете? Нет, я не использую ни один из этих текстов, я использую комментарий одного замечательного тибетского учителя. Палденки Чока, и еще одного наставника по имени Тогме. Тогме Сангпо — это известный автор 37 практик Бодхисаттвы, известного текста, и мне очень повезло, что у меня этот текст есть в моем распоряжении, и я использую эти 2 текста прежде всего, а не те, о которых вы спрашиваете. У меня нет возможности прочитать все возможные комментарии, которые есть к этому тексту. Я, конечно, слышала, что есть текст Джумипама, комментарий Джумипама и другие.
И еще один вопрос от наших российских слушателей. Как мне преодолеть привязанность в моей жизни? Like, for example, by understanding the nature of the reality of the Для этого вам необходимо понять природу или реальность объекта вашей привязанности. For example, I've actually explained this before many times. Я уже объяснял это неоднократно прежде. Человек, который задает этот вопрос, может быть, он слышал или не слышал мои учения. Я приводил такой пример. Представьте себе очень пожилого человека, ему 95 лет, и он болен. Очень больной человек, все тело его изранено, из этих ран источается гной, он лежит на смертном одре, и сможете ли вы к такому человеку испытать привязанность? Сможем ли мы испытать привязанность к такому человеку? Едва ли. Почему? Потому что вы видите реальность этого тела. Очень ясно и отчетливо вы видите реальность, что нет никакого смысла испытывать привязанность, но имеет смысл испытать любовь и сострадание к этому человеку. Положительные качества естественным образом проявятся в вашем уме, а негативные качества уйдут. Это то, что я открыл для себя. Это то, что я думаю. К такому человеку ты не испытаешь привязанность. То же самое. Посмотрите на объект своей привязанности. Может быть, это ваш муж, ваша жена или ваш автомобиль, любой предмет привязанности. Если вы сможете разглядеть непостоянство природы этого человека, если вы или предмета, если вы увидите, что этот предмет хрупкий, если вы очень четко, очень точно увидите это непостоянство, если вы увидите, что в нем нет сущности, то не останется и места для привязанности. Еще один пример, который я привожу. Представьте себе росинки на кончике травинки рано утром. Они такие красивые. Но вы не будете испытывать привязанности к этим росинкам, потому что знаете, что они упадут с травинки и исчезнут. Мы испытываем привязанность к тому, что мы в силу своего непонимания, недопонимания считаем постоянным. Мы думаем, что мы постоянно будем жить в этом доме с этим человеком и будем вечно счастливы. У нас появляется ощущение постоянства. Когда же мы видим непостоянную природу этих вещей, этих предметов, это позволяет нам справляться с привязанностью. Насколько эти практики окажутся действенными, зависит от того, как глубоко мы постигаем непостоянство. Именно по этой причине Шантидева говорит, почему одно непостоянное существо испытывает привязанность к еще одному непостоянному существу. Также он говорил, с какой стати человеку, одному непостоянному человеку испытывать ненависть к другому, непостоянному человеку. Говорим ли мы о привязанности или о гневе, о любой негативной эмоции, для них просто не останется места, как только мы сможем глубоко понять, что все явления и все люди обладают природой сновидений, что они не постоянны. Следующий вопрос от Марии. Как развить в себе безоценочность, безоценочное мышление? Еще мы используем такое слово «не оценивать». Да? Когда мы говорим «безоценочное мышление», в буддизме, с одной точки зрения, мы говорим, что оценивать нужно, в смысле анализировать. Нужно взвешивать плюсы и минусы, например, плюсы и минусы сострадания,
плюсы и минусы привязанности. Когда мы проводим вот такую оценку, такой анализ и приходим к выводу, что сострадание имеет значение, имеет положительные качества, мы сострадание развиваем. Когда мы видим, что у привязанности только отрицательные качества, мы, наоборот, стараемся от него избавляться. Но если вы говорите об оценочном мышлении, что когда мы стараемся оценивать других людей, то кто мы такие, чтобы оценивать других людей? И какой вообще смысл оценивать поступки других людей? Кто-то очень справедливо сказал: не оценивай других людей, не суди других людей, потому что ты понятия не имеешь, сколько усилий приложил этот человек утром, чтобы просто подняться с постели и прийти в офис. Это значит, может быть, этот человек глубоко страдает, может быть, у него множество проблем, но ему нужно зарабатывать на жизнь. И пойти на работу для него очень трудно. Но он прилагает эти усилия, чтобы встать, надеть одежду и притворяться в офисе, что у него все хорошо. Но на самом деле ему совсем нелегко, у него множество проблем. Мы смотрим на этого человека, мы думаем, что у него все хорошо, но это совсем не так, потому что этот человек с величайшим трудом поднялся с постели. Gisela, next question is from Igor. Следующий вопрос от Игоря. Difference between the unity of method and wisdom in sutra and tantra? В чем фундаментальное отличие единства метода и мудрости в сутре и тантре? Метод и мудрость по-разному обсуждаются в сутре и в тантре. Метод и мудрость в сутре поддерживают друг друга, а в тантре это единое целое. Они не просто поддерживают друг друга, но они считаются единым целым. Они как одна сущность. Thank you. And the next question is from Следующий вопрос от Владимира. Thank you, Gisela. What is the difference between the Спасибо, Гишела. kindness and bodhicitta? В чем отличие между любящей добротой и бодхичиттой? Любящая доброта – это когда мы думаем, как хорошо, чтобы живые существа встретились с счастьем, и все. Как было бы хорошо, если бы все живые существа повстречались с счастьем. А бодхичитта говорит нам, как было бы хорошо, если бы я смог стать Буддой ради блага всех живых существ. Это два совершенно разных настроя. Два разных внутренних настроя. Любящая доброта – это важнейшая причина для развития бодхичитты. Говоря в сравнительной перспективе, бодхичитта намного более продвинутое состояние ума. Она намного сильнее. Спасибо, Гишела. Hear some questions from our English-speaking participants. И мы сейчас послушаем вопросы наших англоговорящих слушателей. Даша Делек. Hi, I would like to get the text, and so while you've been talking, I've been searching for it. Я хотела бы найти этот текст. Я старалась найти коренной текст. Это я спросила. Может быть, я могу вам в Амазоне заказать текст. Если я закажу в Амазоне вот этот текст, могу ли я его использовать? Или нужно какую-то другую версию текста? Да, вы можете заказать этот текст, и ничего страшного, если у нас будут разные переводы, если у нас будут разные источники. Ведь, по сути, у нас все равно должны быть схожие тексты. И мне известно по меньшей мере три перевода на английский язык. Но я пока нашла только один. Но я эти другие переводы не читал. Может быть, есть какие-то лучшие переводы? Which one? The Ornament of the Great Vehicle Sutras, Maitreyas, and so on.
The one that Yeah, I yeah. wrote in the chat. Вот я нашла английский Which one? перевод, Well, который называется English translation do you think is best? «Украшение Сутр I Махаяны». really don't know. Какой вы didn't считаете have time лучшим? to Я, do a я правда не знаю, comprehensive какой лучше Okay, английский then I перевод, think I'm потому что я gonna их не go ahead with сравнивал. this one. Тогда я вот, который нашла, тот и Okay, закажу. thank you, Ладно. thank you. Tashi Delay. Таша Делек, и большое спасибо. Okay, and just a moment. Vishal, you can unmute yourself. Вишал, пожалуйста, включите микрофон. Geshe-la, namaste. Гишла, намасте. I have a question. У меня к вам Are there вопрос. occasions where love and kindness are not Есть ли applicable? такие случаи, когда For example, неприменимы how can I любовь и show love and доброта? kindness to Например, a как я neighbor могу проявлять любовь и whose доброту methods I don't agree, к and I may соседу, need с to чьими confront him and методами even я take не legal action согласен, against him? и мне нужно So, против него how is love and предпринять kindness судебные applicable in such a case of conflict? разбирательства? Насколько, Thank you. находясь в конфликте, я могу применять любящую доброту? Есть разные уровни любящей доброты. Когда вы достигаете высокого уровня развития любящей доброты, у вас не остается врагов. Как бы ни вел себя другой человек, какую бы агрессивность он ни проявлял по отношению к нам, мы не будем считать этого человека врагом и противостоять ему. Мы будем думать, ну, этот человек просто по-другому себя ведет, по-другому думает. Но я не буду проявлять агрессию по отношению к нему. Но когда речь идет о таких простых людях, как мы с вами, это, конечно, очень трудно. Я обычно говорю так, что если кто-то дурно обходится с вами, ведет себя неправильно с точки зрения, с правовой точки зрения или как-то еще, вы имеете право себя защищать, но вы не должны испытывать ненависть и злость к этому человеку. Мы должны разделять грешника и грех. Для нас это прекрасная возможность. Потому что если мы сможем бросить вызов этому обидчику, не теряя свою любящую доброту, то есть не теряя здравомыслие, то, возможно, мы и проблему-то решим лучше, чем если мы будем руководствоваться гневом. Большое спасибо. Последний вопрос от Сайли. But please mind the time, because it's already late. Но у нас остается не так много времени. Пожалуйста, можете включить микрофон. Гишла, я очень быстро задам вопрос. Вы говорили, что мы без нужды страдаем в наши дни, потому что мы упрямы, потому что мы горделивы. И это точно так и есть. Я все время это вижу, что мои страдания вызваны моим собственным упрямством, моей гордыней. Я пытаюсь как-то избавиться от этих качеств. Я, конечно, могу сказать вместо гордыни твердости и как-то еще украсить свою речь. Но мой вопрос. Должны ли мы считать, что страдание – это часть нашей жизни? Как подходить к страданию? Может быть, мне нужно поменьше упрямства применять или проявлять? Что нам нужно делать? Нам никогда не выпускать из виду наше желание, долгосрочное желание обрести счастье. Да, у нас есть разные трудности, разные проблемы. И мы хотим с ними справиться. И когда возникает какая-то трудность в нашей жизни, спросите себя, если я вот так-то поступлю, если я займу такую-то позицию, как это скажется на моем долгосрочном счастье? Это меня поведет в сторону долгосрочного счастья или нет? Если я буду противостоять этому человеку, это поможет в достижении долгосрочного счастья мне и этому человеку.
Если мы скажем себе, что, пожалуй, лучше быть мягче, будьте мягче. Если вы решите, что нужно быть тверже, будьте тверже. Но самое важное — всеми силами не действовать, исходя из негативных эмоций. I totally got my answer. Я получила целиком и полностью ответ на свой вопрос. Большое спасибо.